недавно, полмесяца назад, протоиерей выступал в зале и говорил: человечество обречено, шансов восстановиться уже нет. Никакая церковь человечество не спасет. Но, как говорил апостол Павел, чтобы спаслись хотя бы некоторые. Когда священник, по сути дела, включает программу самоуничтожения у тех, кто ему верит, это называется убийство духовное. И когда я слышу такие выражения, что православие скоро умрет, а останется ислам, что мы гарантийно все погибнем, с одной стороны, а с другой стороны, что каждый священник должен иметь квартиру с 8 комнатами и 1 для прислуги, я все это называю истерикой и отчаянием. Человек, чтобы спастись, должен что-то делать. А что-то делать человек будет в одном случае, когда он видит выход, когда он стремится к цели. Ничего не будет человек делать в 2 случаях. Когда ему скажут, что все нормально, тебя спасут, кто-то придет и тебя спасет. И второй, когда ему скажут: не переживай, уже все кончено, шансов выжить нет. Так вот, я от представителей религии слышу, к сожалению, именно последние 2 версии. Это печально, потому что именно представители религии должны не просто поддерживать, но и должны обозначить выход, поскольку Христос его дал 2000 лет назад. И пора бы уже понять, в чем смысл миссии спасения Христа.